понять, от кого мы конкретно произошли. Кто-то тянет булгарское дело, кто-то говорит, что мы сувары и вообще булгарское отрицает. Вот этот суваризм чувашский, он набирает очень сильные обороты, как мне кажется, потому что его становится слишком много во всех сферах. В то же время булгарское, например, оно как-то обходится стороной, а суварское как будто бы везде и везде. А что вообще можно сказать про племя сувар? Как они контактировали с булгарами? Есть ли какие-нибудь у нас данные? О булгарах мы знаем гораздо больше, чем об вот этих суварах. Что такое эти сувары? В первом тысячелетии нашей эры начинают фигурировать сабиры или савиры. В более позднее время появляется вот такое слово типа сувар, в частности название города в Волжской Булгарии. Нужно понимать, что сама по себе вот эта форма якобы суваз, которая как бы параллельна к форме сувар, и от которой как бы может происходить слово чуваш, она сама по себе является выдуманной. То есть ее просто не существует? Ее просто не существует, этой формы. Что касается царства кавказских гуннов, по-видимому, действительно, они были булгароязычны, поскольку у нас есть письменные свидетельства, соответственно, христианизировавшие их миссионеры оставили историю их. Если посмотреть сейчас на этот разговор, то получается, что суварская теория вообще не выдерживает никакой абсолютной критики, и что мы можем сказать по итогу-то, что каждый чуваш должен знать, когда дело касается именно понимания, от кого конкретно мы произошли, от булгар или от сувар. В мировой лингвистической науке принято, что группа языковая, к которой относится чувашский язык, называется булгарской группой. Зачем мы придумываем что-то альтернативное, когда есть что-то общепринятое, не очень понятно.